Сыԥсадгьыл ԥшӡоуп, ибеиоуп рҳәоит. Унеины убахьоума? Изыхдырҟьазеи? Нас убых заҵәыгьы уа даанымхаӡеит. Ас шаҟа хьаа, шаҟа гәырҩа. Абри ахшыҩҵак ала иаатуеит иахьатәи ҳаиқәшәара зызку аԥсыжәлар поет, апатриот хамеигӡарада, амилаҭ хәақәиҭратә қәԥара ахыҵхырҭаҿы игылаз, иахьагьы аԥсара ҟамҵакәа аԥсҭаҳәынҭқарахь аԥшымра, уи аӡыргара амаҵ азызуа, аԥсуа интеллигенциа рхаҭарнак Рушьби Ҳазараҭ-иԥа Смыр иҭоурых поэма «Симра». В турецком городе Адана живет убышка по имени Симра, до которой не дошел ее родной язык. Мать Симры – абхазка из рода Авицба, и абхазский Симры удивительно прекрасен. Во время моего визита в Турцию в 1993 году 2 дня я пробыл в ее городе, где она служила мне переводчицей. Тяжелым бременем легли на меня вопросы Симры. Кто мы? Говорят, моя родина красива, плодородна. Ты бывал там? За что нас изгнали? Неужели ни одного убыха там не осталось? Ах, сколько боли, сколько горя, восклицает автор. И этими же словами начинается поэма «Симра», о которой мы будем говорить сегодня. Русской общественности. Мы рады приветствовать вас на презентации новой абхазской книги. Вечер будет вести курсант военного университета Абзагус Свижба и студентка Российского экономического университета имени Плеханова Юлия Джургеня. Сегодняшняя наша встреча посвящена истинному патриоту нашего народа. Именно такому человеку, который несет любовь к своей родине от самых первых, ярких, детских воспоминаний через всю жизнь. Это народный поэт Абхазии Рушьби Хазаратович Смыр, который непрестанно, занимаясь творчеством, оставляет огромное поэтическое наследие, представляющее большой интерес как для современников, так и, несомненно, для будущих поколений. Наверное, благодаря Богу и Духу Своему у нашего народа есть люди, которые во все времена отстаивали свою идентичность, одухотворены патриотическими чувствами и, несмотря ни на какие превратности судьбы, берегут в своем сердце любовь к Отечеству и вселяют ее в сердца окружающих людей. Абхазия – страна с небольшой территорией и немногочисленным населением, но удивительно богатая писателями и поэтами, композиторами и художниками, учеными и артистами с мировым именем. Каждый житель вносит свою лепту в историю родного края. И любой из нас должен помнить об этом. Знать историю родной земли, знать людей, живших и живущих на ней – это интересно, это правильно, необходимо и важно. Любой вечер, любое мероприятие в Москве, столице России, очень важно для Абхазии, для ее народа. Тем более это презентация книги абхазского поэта. Посол Республики Абхазия, который, к сожалению, не смог присутствовать на нашем вечере, просил передать всем большой привет, поздравления с таким прекрасным событием. И, конечно, от имени посольства большое спасибо мы передаем руководству библиотеки имени Некрасова, лично Раисе Васильевне, которая провела вместе с нами очень много мероприятий именно в этом зале, посвященных культуре, литературе Абхазии и в том числе политическому деятелю, первому президенту был посвящен вечер Владиславу Арзенбауму. Образ убыхов для абхазского самосознания приобрел очень важную такую структурообразующую роль. Тут, конечно, есть исторические основания. Абхазы и убыхи были соседями. Убыхи были западными соседями абхазов. Там, где кончалась территория Абхазии, начиналась уже зона проживания убыхов. Два народа контактировали. Разные были, конечно, отношения. Первый абхазский литератор и первый абхазский, кстати, ученый, этнограф Соломон Звамба
выступил в русской прессе с очень интересной статьей в газете «Кавказ», 1855 год. Эта статья называлась «Зимние походы убыхов на Абхазию». Да, было такое. Убыхи совершали набеги на Абхазию, грабили, угоняли скот, забирали имущество, материальные блага, людей и так далее. Было такое, конечно. Но, с другой стороны, это были очень сотруднические отношения. Убыхи часто помогали абхазам, и убыхское ополчение часто в самые трудные минуты приходило в Абхазию. В Убыхе можно было скрыться в трудные минуты. Были очень родственные связи между Убыхами и Абхазией, особенно очень ценившиеся на Северо-Западном Кавказе формы искусственного родства, искусственного породнения, вот это лычество, воспитание, когда очень часто абхазы воспитывались в убыхских семьях. Сыпхакьала, изымбац, бара. Барисыцыршуаз аамҭала, исыцгылоз, сымра. Зыга зышьха зегьы иҭыму, иззыԥшу, бара. Бара зыдгьылаҿ итәыму, сымаалықь, сымра. Зыеицәкараӡа аҭахамҭа, дыдрахаз бара. Бара сҟәыбҷа, сыԥсатәарҭа, бара суаз, Симра. Сгәабжак амҟьахь еиқәхарымашь, исҟәыԥсаахт сыхәҭак, маҷӡак цәыргу исызҳәарымашь, бзызҵаақәа зырҭак. Ак ушашьҭоу даҽак бжьаӡлоит, иузмырҭыз ҭацәуп, жәак иахылҿиааз жәак инацлоит, зегь сҭоурых иатәуп. Аӡы иашьызгьы иԥсы анҭырго, аҳаҭыр батәуп. Узырдысуа Загрузымго, зег стурах яту. Рушби Смыр – это выдающийся абхазский поэт, народный поэт Абхазии, удостоенный высшей государственной премии ордена Ахзапша, член Союза писателей Абхазии и России, член Ассоциации писателей Абхазии. Фигура поэта Рушби Смыр, признанного классика абхазской литературы, удивительная, самобытная и интересная. Его творчество, смело перешагнувшее рубеж 2 веков, предстает как феномен не только литературный, но и общекультурный, значимый как для XX века, так и для нашего времени. Его стихи глубокие, берущие за душу, эмоциональные, всегда оригинальные и в то же время узнаваемые, всегда будут интересны читателю. Он честен с самим собой, поэтому честен и в творчестве. Общаясь к истокам мировоззрения Рушби Смыр, исследуя символику его художественного мира, можно проследить, что основным скрепляющим началом его жизни и его книг была и остается любовь к родине, к своему народу, его культуре и языку. Судьба его, как человека и как поэта, всегда была и остается неразрывно связана с судьбой родной Абхазии. И несмотря на все тяготы этой судьбы, трагедии и потери в личной жизни, он не потерял веру в человека, веру в Бога, не очерствел душой, сохранил бесконечную доброту в сердце. А вот я смотрю на историю абхазской литературы, например, второй половины 20 века, где ярким представителем является Рушби Смыр, это поколение где Таиф Ачба, Рауль Ласурья, Гена Аламия и другие, Анатолий Аджинчел. Вы представляете, как можно вот эту всю историю мазать вот черным цветом? Я вообще не представляю вот это. Вот они и создают сегодня литературу. Это то поколение, которое вот направило, Алексей Гогу, я уже не говорю, Багратченко, это уже более старшее поколение, которое, в общем, новое дыхание дали развитию национальной литературы, и это, ну, грубо говоря, перехватил этот дух Рушби Смыр, и он это продолжает по сей день. Я думаю, что эта поэма войдет таким золотым кладом в историю абхазской литературы. Хорошо, что она переведена вот на 3 языка благодаря дорогим нашим переводчикам, потому что большая часть народа живет в Турции. Есть убыхи, там, как Умар Бегов в своих письмах другу, между прочим, Рушби Смыра, Руслана Гошба, он часто переписывал, он докладывал об убыхах, постоянно писал о них,
и ситуацию все описывал. Вот вспоминаешь эти письма тоже. Вот читая эту поэму, вспоминаю и то. И судьба убыхов, частью они растворились среди абхазов, большей частью среди черкесов, близкий народ, конечно, абхазскому народу. И вот эта вся трагедия, которая вот здесь раскрывается, я вижу там, и у Омара Бегуа, и в письмах, и в других материалах. И самое главное, вот то, что он, Рушпей, заставляет еще раз задуматься, нету будущего без истории. Если хорошо человек знает, народ знает, общество знает свою историю, объективную, а не такой преподносенный с идеологической точки зрения, я имею в виду, сейчас другая идеология, с этой точки. Одни радикалы перешли на другой радикализм и начинают вот это переписывание. Недавно мы величайший праздник отмечали, День Победы Великой, и такие вещи никогда в истории. Из истории не уходит, это все помнить надо. А вот это тоже напоминание. Напоминание, что мы в будущем должны все помнить, чтобы судьбу своего народа в будущем, дать им перспективу развития. Шумхой иртыцом хара скучья зойд, сархуцойд, сугершавойд, сегерхойд. И тебупха шас простаху ревиза ахупыз Айчкара, Аджибаз беззегим. Тебуп хашас парстаху. Айчкара, зуколум. И уцхрау, уцхичицкау хомзер. Зчалзерхуз. Зегим. Выразить огромную благодарность от имени Рушби, от имени старших представителей фамилии Смыра. Благодарность прежде всего старшему поколению гостей, коллег, друзей, которые пришли на сегодняшнее мероприятие. Спасибо вам большое за тепло, за слова, за ваши отношения, за ваше время. Это на самом деле бесценно. Сказать слова благодарности представителям талантливой молодежи. Сразу скажу и подтвержу слова Раисы Васильевны о том, что эта инициатива изначально исходила и полностью принадлежит им. Они очень хотели это провести, и я считаю, просто прекрасно с этим справились. Спасибо вам большое. Пока в ваших сердцах есть такой огонь, просто здорово, и это тоже бесценно. Ты, журавль над головою, не видал таких. Ты, упитая со мною, жизни стебель мой. Ждет простор родного края, прилететь пора. Ты, земле своей чужая, ангел мой, Симра. Ты звезда, в руке созвездия, взорвалась вчера. Мой покой, душа и песня, горькая Симра. В сердце дым, спасаться нечем, середины нет. Что словам твоим отвечу? Хор долгих лет. Что не вспомнишь, то растает горской слов пустых. Слово за слово сплетай, повесть дней былых. Дух утопленника люди в бурдюке несут, не пустеет, не убудет, дней былых сосуд. Харис хысхез сыпха кяла, изымбац бара. Бари сыцыршуаз аамҭала исыцгылоз Симра. Зыга зышьха зегьы иҭыму, иззыԥшу бара. Бара зыдгьылаҿы итәыму сымаалықь Симра. Зы еиҵәкараӡа аҭахамҭа дыдрахаз бара. Бара сҟәыбҷа
сыԥсатәарҭа бара суаз, Симра. Парас мыцуп сыхазына, парас мыцуп сымрахара, саражт барахасыма, ипшта заргидара. Парас мыцуп хуцраксыма, уихинтоби дару, сацахама сацапсыма, знакки сымабдаравы, изурузи сарысы, асянба янбанза, бара-бара булайса ханызу, сынзыр хази яханза. Бахцалаги барасвацу, сунхахё масхала, баба бзия бараквицу,